Чувашии начался прием документов на получение грантов «Агростартап». Средства в размере 3 миллионов рублей могут быть потрачены на приобретение животных и оборудования, а также на строительство и модернизацию складских помещений. Такая помощь фермерам будет оказываться впервые, но многие хозяйства уже успели воспользоваться другими формами поддержки. К примеру, в этом году в списке победителей на предоставление гранта «Начинающий фермер» 40 человек. Александр Данилов – один из них. О том, что будет фермером, Александр знал всегда. На подворье у родителей были и коровы, и птица. Держали свое хозяйство и вместе с супругой. Но 8 лет назад к любимому делу решили подойти основательно. Приобрели 6 коров, взяли в аренду участок земли. С утра в поле, целыми днями в поле, да вечером доить, утром доить. Каждый день. Выходных нет. Нелегкое, но работать можно. Рабочее утро для Александра Данилова и его супруги Марии начинается с 4 часов. Вместе с помощником они заходят в небольшой коровник и приступают к работе. Ежедневно на местный молокозавод отсюда отправляются более 140 литров молока. Но уже сейчас эта цифра значительно увеличится. В хозяйство прибыли еще 7 буренок. Обновился и автопарк. Появился новый трактор и косилка. Все это стало возможно благодаря гранту в 3 миллиона рублей. В Ибресинском районе сегодня насчитывается почти 70 фермеров. Почти каждый третий уже получил государственную поддержку. У нас фермерское хозяйство более 600 голов крупного рогатого скота содержит. Ежегодно они увеличивают поголовье. Вот в этом году увеличивают поголовье, чем по сравнению с прошлым годом в районе 20%. Надои увеличиваются тоже в таких же объемах. А в планах фермера Данилова строительство новой современной фермы. Ведь подрастает новая смена. Сын и 2 дочери активно помогают родителям по хозяйству. Светлана Позднякова, Алиса Александрова и Екатерина Ингалакова. Вести Чувашия.